В рамках своего двухдневного визита в Инту заместитель председателя правительства Лариса Карачева встретилась с коллективом Центральной городской больницы. Обсудили несколько вопросов: ремонтные работы в зданиях ЦГБ, строительство ПЦР-лаборатории, повышение цен на платные услуги медицинского учреждения, привлечение молодых специалистов, в том числе для работы на селе, а также темпы прохождения диспансеризации. Прежде всего обсудили финансовые вопросы. В больнице сегодня ведутся капитальные ремонты, замена окон и радиаторов отопления. По сути, после подобных строительных работ нужно провести косметические и привести помещение в порядок. Но собственных денег на эти цели у Интинской ЦГБ нет. Поэтому после масштабного ремонта вид кабинетов получается незавершенный. Также немалые средства нужны на обеспечение пожарной безопасности. У нас очень старая пожарная сигнализация в детской больнице и в акушерском отделении. На одно заняло 10 миллионов, на второе 7, да? Правильно я говорю? Да, мы подавали через Александра Николаевича просьбу помочь нам через правительство, но, к сожалению, оказалось, что ПСД, который у нас был разработан в предыдущие годы, Роспотребнадзор полностью, не полностью, частично опроверг, потому как там изменились какие-то требования. На новую проектно-сметную документацию денег у больницы нет. Речь идет о сумме 300 тысяч рублей. ЦГБ не может изыскать финансы, в том числе из-за того, что с 2018 года не поднимала тарифы на собственные платные услуги. Причины были разные, в том числе цены оставались на старом уровне из-за ситуаций, происходящих в мире и стране. Чтобы окупить хотя бы медикаменты, затрачиваемые на процедуры и проводимые платные обследования, необходимо поднять стоимость услуг на 30%. Минздрав не готов согласовать такое резкое повышение. Как посоветовала Лариса Карачева, выходить из этого положения нужно постепенно. Экономисты должны отработать каждый тариф, чтобы и учреждению выровнять финансовую ситуацию, и интинцев ценами не испугать. Нужно действительно все позиции просчитать аккуратно. Есть какие-то цены, которые не нужно поднимать, они остаются, в принципе, достаточными. Еще один финансово-затратный проект в Инте – строительство ПЦР-лаборатории. Заявку медики подали еще на 2022 год и вроде даже получили одобрение. Но цены с тех пор значительно изменились. А вместе с тем оборудование подобного кабинета в Инте необходимо. В момент пандемии интинцам приходилось месяцами ждать результаты проведения исследований, а врачам постоянно ездить в командировки, чтобы искать тесты своих пациентов. Было принято решение о строительстве у нас ПЦР-лаборатории. Вот у нас вопрос, будет нам выделены дополнительные средства на строительство ПЦР-лаборатории, потому что деньги, запрашиваемые нами в 2022 году, уже прошла инфляция, уже выросли цены, и нам не достает 32 миллиона. Да. Вот будут ли они или нет, на что нам рассчитывать? Нехватка молодых кадров – проблема, которая сегодня стоит остро во всем регионе. Молодые специалисты в Инту и села округа не едут по разным причинам. Их не прельщают ни подъемные в 1 миллион рублей, ни предоставление жилья, ни возможность карьерного роста и обучения. Еще совсем недавно девушки, получая поддержку, уходили в декрет, проводя 3 положенных года в числе сотрудников больницы, но фактически не работая. Сейчас эту практику законодательно запретили. Кто-то, обучившись за счет ЦГБ, все равно возвращал так называемые подъемные и уезжал в крупные города. Третьи выбирают сельские населенные пункты, находящиеся в черте крупных городов, и получают уже не 1 миллион подъемных, а 2. Вот и выходит, что специалисты вроде как ряды ЦГБ пополняют, но при этом больница по-прежнему основной поставщик вакансий Центра занятости населения. Когда берешь цифры, сколько мы на работу приняли в отрасль врачей, медсестер, хорошая цифра. Когда посмотришь, а сколько уволилось, и думаешь, нет, все это совсем нехорошо, да? Нам нужно в 2 раза больше принимать, чтобы перекрыть эту цифру. Нельзя как-то в правительстве увеличить там этого земского доктора с 1 миллиона до 2. Потому что когда врачи начинают звонить, они практически начинают спрашивать: у вас 2 миллиона? Мы говорим: нет, у нас пока 1 миллион. И во всех вот письмах, которые, не письмах, а которые отчеты я делаю как по кадровику, да, и когда меня спрашивают Минздрав ваше предложение, там все, я в каждом своем отчете указываю, что увеличить вот до 2 миллионов земского доктора. Как вариант, введение регионального подъемного механизма. Такие меры поддержки есть в различных регионах. Возможно, стоит этот вариант рассмотреть правительству Коми. Лариса Карачева взяла данный вопрос на контроль. Со своей стороны зампред правительства уточнил у специалистов ЦГБ о темпах прохождения диспансеризации и профессиональных осмотрах. Пока показатели Инты республика считает неудовлетворительными.
Как говорят в свою очередь медики, несмотря на то, что население Инты ежегодно уменьшается, планы муниципалитету повышают. Нам почему-то на этот год планы значительно прибавили. То есть, если раньше у нас было там 6700 диспансеризацию, то в этом году 8100. То есть эти планы как бы в целом и по диспансеризации, по профосмотрам и по углубленке выросли где-то на 1700 плюсом. Ну, естественно, как бы процент их выполнения тоже снизился. Но мы собираемся, конечно, постараться их выполнить. Кроме того, по детскому населению Инте план вообще спущен больше, чем зарегистрировано детей в муниципалитете. Профосмотров при Полярье должны пройти 5600 детей, при том, что всего в городе население до 18 лет 4200 человек. ФОМС ссылается на данные Госкомстата, не слушая доводы интинцев. К решению вопроса со своей стороны подключился даже депутат Госсовета Александр Попов. Все озвученные вопросы Лариса Карачева взяла в работу. Вместе с зампредом на данной встрече присутствовал заместитель министра здравоохранения Вагрям Далакян.